Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Ayın 27'sine Allahnratcan gidip Marı vilayetinin devlet xavfsızlığına öz ayağı ile gidip В конце ноября в Мары сотрудники правоохранительных органов до смерти забили этнического белуджа Аламурата Худайрамова, который был задержан по подозрению в перевозке наркотиков. şunam ayın 30'u şu yağdaya getirip bize dem gelin akidin deyip deyip aydıp can edip. Спустя 3 дня тело мужчины с многочисленными следами пыток вернули родственникам. Им предлагали деньги за молчание, но семья погибшего хочет справедливости. Редакция Turkmen News располагает видеороликом, на котором земляки 34-летнего Аламурата рассказывают, как молодой человек 27 ноября был задержан. Görün özünüz devlet kanun var görün yine 3 günden el derece getiriptirler. Он явился на допрос в Марыское вилаятское управление Министерства национальной безопасности на своих ногах, а через 3 дня, 30 ноября, родственникам позвонили и потребовали забрать тело. Полную версию этого видео можно посмотреть на нашем телеграм-канале. По данным источников Turkmen News, сам мужчина не занимался наркоторговлей, а лишь подвозил причастного к такого рода преступлениям человека. Судьба последнего неизвестна. Так или иначе вопрос о виновности задержанного должен был решить суд. Но в Марыском управлении МНБ вынесли свое наказание. Задержанного избили до смерти и проломили ему череп. На запястьях и голенях погибшего отчетливо видны следы наручников. Вся спина мужчины покрыта следами от ударов, возможно дубинкой, а обе стопы в синяках. 30 ноября единственная сестра Аламурата забрала тело из морга. Судя по длинному, от горла до пупка шву, тело вскрывали. Источники Turkmen News сообщили, что силовики приезжали к сестре убитого и извинялись, предлагали деньги за молчание. Женщина ответила, что не продаст брата и будет добиваться наказания всех причастных по закону. Туркменистан систематически отвергает обвинения в пытках задержанных. Представители МВД регулярно сообщают, что зарегистрированных случаев применения пыток нет. Редакция Turkmen News требует от высшего руководства страны провести тщательное расследование убийства Аламурата Худайрамова, а также публично привлечь к ответственности лиц, причастных к его убийству. Со своей стороны, мы готовим жалобу в Комитет ООН против пыток. Рассмотрение доклада Туркменистана состоится в апреле-мае будущего года на 79-й сессии. К этническим белуджам в Туркменистане относятся предвзято. Из-за того, что их язык имеет персидские корни, белуджам проще общаться с иранцами и афганцами. Власти же считают, что они используют эти связи для контрабанды наркотиков. Силовики уверены, что сам факт принадлежности человека к этносу белуджей уже является доказательством причастности их к наркоторговле. По этой же причине пострадал защитник прав белуджей Мансур Мингелов. В 2012 году Мингелов и его брат Рустам стали фигурантами дела о наркотиках. Мансура задержали и сильно избили, а потом безосновательно держали в центре для наркозависимых, пока не зажили следы побоев. Наркотики он никогда не употреблял. Выйдя из центра, Мингелов стал добиваться справедливости и писать в государственные органы. Его повторно арестовали на выходе из посольства США, куда он отнес компакт-диски с показаниями других белуджей о пытках. В результате Мансура приговорили к 22 годам по сфабрикованному делу. Он находится за решеткой до сих пор, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Ayın 27'sine Allahnratcan gidip Marı vilayetinin devlet xavfsızlığına öz ayağı ile gidip şunam ayın 30'u şu yağdaya getirip bize dem gelin akidin deyip aydıp can edip. Дорогие земляки, такой произвол силовиков, как убийство задержанных, может произойти с кем угодно. Данный случай далеко не единственный, но, к сожалению, не каждый подобный становится публичным. Напоминаем, что полную версию присланного в Turkmen News видео можно посмотреть на нашем телеграм-канале. Нам также важно знать детали и подробности убийства в стенах Марыского МНБ. Если кто-то располагает личными данными начальника этого управления, а также его коллеги из управления МВД или, возможно, знаком с сотрудниками непосредственно, пытавшими Аламурата Худайрамова, знает их адреса или номера телефонов, пишите анонимно в секретном чате Телеграма редактору Turkmen News Руслану Метиеву.
Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.